Цветная революция с целью смены Путина. Россиянкам хотят запретить делать аборты, Кремлю придется вернуть оккупированные территории, а в Узбекистане лишают выплат тех, кто уезжает из страны на 3 месяца. В эфире «Нехта» самые важные и интересные новости к этому часу. В Украине заявили, что не признают Путина президентом. У Зеленского рассказали, кого готовы видеть за столом переговоров. Обмен территориями и отказ от земель. Перемирие между Украиной и Россией может нарушить планы Москвы. Насколько? Украинцы переживают о материальном положении семьи, а не о дальнейшей оккупации. А в РФ рассказали, сколько должен зарабатывать мужчина, чтобы его женщине не пришлось делать аборт. Друзья, всем доброе утро. Буду рад вашему лайку, подписке и репосту. Вы прекрасно знаете, что для нас это очень важно. Оставляйте также свои комментарии. И спасибо вам за обратную связь. Об актуальных важных событиях прямо сейчас начинаем. Эксцентричные планы Трампа могут быть восприняты с большим интересом в Москве, чем на Ближнем Востоке. Об этом пишет The Telegraph. Олигархи Путина хотят вернуться к своим суперяхтам и шале на горнолыжных курортах Европы. Россия испытывает проблемы с экономикой, пишут авторы материала. The Telegraph уточняет, что любые разговоры о сохранении статус-кво не устроят Зеленского, а разговоры о возврате к статусу-кво 2022 или 2014 года вряд ли найдут поддержку у Путина. Авторы материала пишут также о том, что Путин сейчас должен быть в ужасе из-за заявлений Трампа. Окрыленный своим перемирием в Газе, Трамп вряд ли предложит Украине сделку, которая не будет иметь прочной основы. А единственный способ, при котором страна удержится, это возвращение Украине части, если не всей, утраченной территории, пишет The Telegraph. Не просто будет Путину, ведь Москве, скорее всего, придется смириться с невыгодной сделкой, резюмирует британская пресса. Путину, возможно, придется обменять тысячи квадратных километров украинской земли, чтобы спасти несколько сотен потерянных Россией в Курской области, сохранив тем самым свое лицо и будущее в Кремле. Кажется, Путин лично заинтересован в выживании перед лицом надвигающегося перемирия. В то же время в Киеве заявили, что согласны к переговорам с Кремлем, а при условии выполнения требований Украины, в частности получения прочных гарантий безопасности, Украине даже не важно, кто будет представлять РФ, ведь Путин не президент России, говорят в офисе Зеленского. Там есть вертикаль авторитарного типа. И, соответственно, с той стороны всегда может быть только тот, кто принимает решения, да, ну, фактические решения. Вот, смотрите, Путин не является президентом в классическом демократическом смысле этого слова. Ну, мы с вами это понимаем, да? Да, можно делать вид, что он президент, но на самом деле он не проходит через конкурентные политические дебаты. Нету этого в России. Но Россия – это та страна, где есть фактический контроль. Фактический контроль вертикали у Путина на сегодняшний день. Завтра может быть не у Путина, но сегодня фактический контроль. И единоличное принятие решений. Да, он делает вид, что он там советуется с Советом Безопасности, ну, вы же помните, да, перед началом войны. Это для того, чтобы получить так называемую коллективную ответственность. Но на самом деле все прекрасно понимают, что решение о войне, да, там есть приближенная группа, Ковальчуки, тот же Патрушев, которые в интересантах этой войны были прежде всего. Но решение, безусловно, юридически принимал субъект Путин. И, соответственно, решение об окончании войны с точки зрения принуждения России к окончанию войны может принять только тот, кто фактически контролирует вот этот авторитарный лагерь. Вот и все. Исходите из логики, ну, простой. И, соответственно, Украина, устами президента, опять же, в том же интервью Моргану, да, четко говорит следующее. Смотрите, конструкция, гаранты, темы, принуждения России, и нам безразлично, кто с той стороны находится. Большую часть украинцев беспокоит ухудшение в экономике и ухудшение материального положения их семей, нежели дальнейшая оккупация территорий. Об этом говорят результаты опроса, который провела в Украине социологическая группа «Рейтинг». Там отмечают, что среди граждан страны растет критичность в оценках общей ситуации. Например, 49% опрошенных считают, что ситуация в Украине развивается в неправильном направлении. 35% так не считает. Украинцы говорят об ухудшении ситуации
ситуации в экономической сфере жизни, таких 80%, политической ситуации в стране 62%, у 60% респондентов ухудшилось материальное положение в семье. А вот основными угрозами граждане Украины считают экономическую угрозу, то есть рост цен и кризис 33 и 32%. 27% украинцев беспокоит угроза усиления обстрелов, а вот дальнейшая оккупация страны тревожит лишь 25% опрошенных. Несмотря на такие показатели, более 70% сохраняет оптимизм в отношении будущего страны и 69% верят в то, что Украина способна дать отпор России. Подписчики Нехта, а что беспокоит вас? Чего боитесь и во что верите в такое нестабильное время? Какие проблемы в вашей жизни сейчас на первом месте? Поделитесь своими настроениями в комментариях. Украина усиливает меры безопасности в ТЦК и воинских частях. Это связано с последними взрывами в зданиях ТЦК и убийством сотрудника территориального центра комплектования. В настоящее время правоохранительные органы проводят расследования по случаям нападений на ТЦК и СП. Во всех воинских частях, учреждениях и заведениях, подчиненных командованию сухопутных войск ВСУ, усилены меры безопасности с целью защиты личного состава, гражданского персонала и посетителей от возможных внештатных ситуаций. В сухопутных войсках уточнили, что усиливается патрулирование территории вокруг военных объектов, усилен контроль доступа, устанавливаются дополнительные системы видеонаблюдения и системы обнаружения и предупреждения несанкционированных действий. Кроме того, военные будут держать тесный контакт с полицией, СБУ и Госслужбой по чрезвычайным ситуациям. Напомню, официальные лица и военные призвали не оправдывать насилие против работников ТЦК. Также в Киеве неоднократно акцентировали внимание на том, что Россия пытается вбить клин между гражданскими и военными. Украинцы же, напомню, разделились во мнении. Часть считает, что сотрудники ТЦК сами себя дискредитировали принудительной мобилизацией. Часть же считает, что представители ТЦК действуют в рамках закона о мобилизации и выполняют то, что положено, ведь украинский фронт нуждается в дополнительных силах. Напомню, что накануне одной из главных тем обсуждения стала очередная смерть мужчины во время прохождения военно-врачебной комиссии в городе Черновцы. Он потерял сознание и, несмотря на реанимационные действия, умер. Мужчине было 32 года. В России другая забота. Там хотят, чтобы россиянки рожали и не останавливались. В Вологодской области уже хотят запретить делать аборты в частных и государственных клиниках. В этом месяце на базе областного правительства большое совещание с главврачами и директорами, а также акционерами частных медицинских организаций, где будем вести речь о необходимости отказаться от абортов даже в частных клиниках. Подчеркиваю, отказаться от абортов даже в частных клиниках. Это наша совместная работа с коллегами из общественных организаций, из государственных структур и, конечно, при содействии Русской Православной Церкви. В Госдуме тем временем уже отреагировали на это заявление и считают, что тотальный запрет на аборты пока невозможен без решения двух проблем. Чтобы запрещать прерывать беременность, россиян надо обеспечить жильем и дать им достойную зарплату. Председатель Комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина считает, что будущие отцы должны зарабатывать как минимум 200 тысяч рублей, чтобы обеспечить семью. Кроме того, аборты можно было бы запретить в РФ, если бы в дальнейшем детей обеспечивали бесплатным горячим питанием в школах, а также отдыхом за счет областного бюджета, бесплатным общественным транспортом, секциями и кружками. Напомню, что ранее командир кадыровцев Апти Алаудинов заявлял, что россияне должны рожать и рожать, чтобы в семье было как минимум по 5 детей. Вероятно, чтобы Россия в будущем имела тех, кого можно бросать в мясные штурмы. Цветная революция в России, коварный план стран НАТО, которые пытаются ее организовать. Об этом на полном серьезе говорят в Госдуме РФ. Там уверяют, что угроз для России в этом году стало больше. Количество с 6 увеличилось до 7. Если раньше в Москве говорили о внешнем воздействии иностранных сил на российских детей и молодежь, здоровье граждан, финансы и экономику, территориальную целостность РФ, духовно-нравственные основы, а также электоральные процессы в России, то теперь злые
российские недруги пытаются распространить радикализм. В РФ говорят, что некие экстремисты и террористы пытаются расшатать политическую ситуацию в стране и инициировать тем самым цветную революцию. Это вынудило нас разработать дополнительные законодательные меры противодействия всем субъектам вмешательства во внутренние дела нашей страны. В частности, мы ужесточили уголовную ответственность за вовлечение детей в преступную деятельность с использованием интернета. Пискарев удивил и другим заявлением. Говорит, что внешние силы пытались повлиять на ход избирательной кампании Путина, что звучит анекдотично. А как вы считаете, возможна ли революция в РФ? Когда и при каких условиях и где может полыхнуть? Пишите свои варианты в комментариях. Уехал из страны, пенсию не получишь. В Узбекистане рассказали, что пенсионеры, которые покинули республику больше, чем на 3 месяца, не будут получать пенсии. Выплата приостанавливается согласно положению о порядке назначения выплаты государственных пенсий. Тем не менее, это не означает, что гражданин вообще не увидит своих денег. Вернется – получит, уточняет пресс-служба Пенсионного фонда при Министерстве экономики и финансов. После возвращения в Узбекистан гражданин имеет право получить невыплаченные пенсии за период до 24 месяцев. При этом пенсионные выплаты осуществляются за период, не превышающий 24 месяцев, предшествующих дате обращения за получением пенсии. Напомню, самой высокой минимальной пенсией в странах Центральной Азии считается пенсия в Казахстане, это примерно $110, в Кыргызстане $80, в Узбекистане $65, в Туркменистане $28 и в Таджикистане лишь $18. Страны Балтии прощаются с РФ и Белоруссией и бьют по важной сети. Уже 8 февраля Таллин, Вильнюс и Рига синхронно отключаются от российско-белорусской энергосистемы и разрывают порочный круг, а точнее электрическое кольцо БРЭЛ, чтобы синхронизироваться с энергосистемой ЕС. Для Кремля это событие сродни электрическому разряду. Потерян еще один рычаг геополитического шантажа, заявляют в Литве. Подготовка к отключению и энергонезависимости началась еще в 2009 году, а российское вторжение в Украину ускорило этот процесс. Накануне истек срок соглашения об объединенной энергосистеме, и страны Балтии приняли решение его не продлевать. В ЕС заявили, такой разрыв сети – это победа для свободы и европейского единства. Друзья, на этом все. Не забудьте оставить свой комментарий и лайк. Мы же с командой продолжаем следить за самыми важными новостями. Оперативную информацию от Нехта ищите в телеграм-каналах или на платформе X. Спасибо вам за доверие и то, что остаетесь с нами. До новых встреч и хороших вам новостей.